В Украине зарегистрировано 4662 случая заражения COVID-19. В общей сложности соответствующее лечение помогло 246 гражданам. Под наблюдением находится 3051 пациент. По состоянию на 17 апреля на территории Украины зарегистрировано 4662 случая заражения коронавирусной инфекцией. В общей сложности от COVID-19 умерло 125 человек. В связи с распространением болезни граждан призвали оставаться дома на Пасху. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава. Согласно данным ведомства, за последнюю неделю количество инфицированных выросло почти в 2 раза. Ранее президент сообщал, что число заболевших постепенно снижается. Выдвинутые положительные прогнозы не подтвердились. В Министерстве здравоохранения отметили, что наибольшую активность вирус проявил в Киеве и Черновицкой области. На данный момент под наблюдением врачей находится 3051 пациент, среди которых 73 ребенка. Было также подчеркнуто, что среди умерших около 87% граждане старше 50 лет. В результате лечения и проведения повторных лабораторных исследований отрицательные результаты были выявлены в 246 случаях. Дабы частично замедлить распространение коронавируса в стране, глава Минздрава Максим Степанов выдвинул инициативу регулярного профилактического тестирования на выявление болезни среди всех медработников каждые 5 дней. Напомним, что правительство Украины ввело режим чрезвычайной ситуации до 24 апреля. За нарушение карантина предусмотрена административная ответственность. Министр юстиции Азербайджана провел видеоприем граждан района. Жители региона поблагодарили президента страны за понимание и внимание к их проблемам в связи с пандемическим кризисом. Глава Министерства юстиции Азербайджана Фикрат Мамедов 16 апреля провел видеоприем граждан нескольких населенных пунктов. В ходе видеоконференции жители регионов выразили глубокую признательность президенту Ильхаму Алиеву за его внимание к их проблемам, связанным с бушующей инфекцией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Азербайджана. Под руководством главы государства, из-за распространения в мире и в стране эпидемии COVID-19, власти принимают решительные меры по борьбе во имя дальнейшего непроникновения инфекции, а также ведутся необходимые профилактические работы для защиты здоровья и безопасности жителей страны. Учитывая решение оперативного штаба при правительстве, посредством видеосъемки были заслушаны обращения 15 граждан по интересующим их вопросам, которые проживают в Ширванской, Гаджигабульской, Саатлинской и Сабирабадской областях. Должностным лицам министерства были даны соответствующие указания по затронутым вопросам. Жители населенных пунктов выразили удовлетворение организацией такого приема в период пандемии. Лидер Казахстана посетил военных на местах несения службы в черте столицы. Также, глава государства проинспектировал функциональную готовность армии и служб мэрии в обеспечении чрезвычайного положения. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 16 апреля совершил рабочую поездку по городу. В процессе поездки глава государства встретился с группой военнослужащих территориальной обороны столицы, призванных на воинские сборы, также проверил техническое оснащение воскресения и администрации Нур-Султана, задействованное в осуществлении чрезвычайного положения ЧП. Об этом сообщили пресс-службе президента. В ходе мобильного совещания глава оборонного ведомства Нурлан Ермекбаев доложил президенту о технической и боевой готовности личного состава и их участии в противостоянии эпидемическому распространению. Аким столицы Алтай Кульгинов проинформировал лидера Казахстана о текущей ситуации в городе, дезинфекционных мерах и темпах строительства дополнительной инфекционной клиники. Глава государства, по итогам докладов, распорядился особое внимание уделить масштабному дезинфицированию. Президент отметил, что вирус очень коварный, в стране не будут достигнуты положительные показатели, без серьезной санобработки. Токаев констатировал, что режим изоляции должен строго соблюдаться, несмотря на то, что была предоставлена возможность работать некоторым субъектам бизнеса. Горожане неукоснительно должны выполнять предписания режима, иначе никак нельзя, подчеркнул президент. Отдельно, Касым-Жомарт Токаев остановился на вопросе строительства нового клинического центра. Он отметил, что госпиталь строится в максимально сжатых временных рамках, сдача объекта должна уложиться в 2 недели. В этом контексте президент призвал следить за качеством работ, а также пообещал на будущей неделе посетить объект. Госдума упростила получение гражданства России.
Подать документы на российское гражданство теперь можно будет, не предоставляя паспорт другого государства. Закон об упрощенном приеме в российское гражданство 17 апреля принят на пленарном заседании Государственной Думы в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщили в пресс-службе Нижней Палаты. Следует отметить, что законопроектом предлагается при подаче на гражданство России исключить требования о 5-летнем сроке нахождения в РФ, подтверждении наличия законного источника средств к существованию для совершеннолетних лиц без гражданства, если такие лица имели гражданство СССР, проживали и проживают в государствах, входивших в состав СССР, и не получили гражданство этих стран. Более того, данный принятый закон распространяется на иностранцев, состоящих в браке с гражданином России, который на этот момент проживает в РФ, а также имеющих в этом браке общих детей, и иностранцев, у которых один из родителей имеет российское гражданство и живет в РФ. Важно отметить, что согласно инициативе, гражданам Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины тоже упростят подачу заявления на прием в гражданство. Теперь граждане этих стран смогут претендовать на российский паспорт без соблюдения срока проживания в России при наличии действительного вида на жительство. Кроме того, сократить с 3 лет до 1 года срок осуществления трудовой деятельности в России для лиц, которые окончили образовательные и научные организации РФ. Напомним, что в марте был принят закон, упрощающий получение российского гражданства для белорусов и украинцев. Таджикскую экономику защитят от влияния COVID-19. Правительство ведет льготы по выплатам кредитов и предотвратит искусственное завышение цен на продукты. Таджикское правительство примет ряд дополнительных мер по защите экономики республики от влияния коронавирусной инфекции. Обсуждение вопроса состоялось 16 апреля в рамках оперативного заседания Кабмина. Об этом сообщили в пресс-офисе президента Таджикистана. В ходе собрания руководители ряда министерств отметили, что в правительстве была создана программа мероприятий по минимизации рисков спада экономики из-за пандемии COVID-19. Кроме того, при органе госуправления был сформирован соответствующий оперативный штаб, функционирующий на постоянной основе. Рахмон отметил, что в текущих условиях важно уделить должное внимание поддержке местных бизнесменов. Он поручил внедрить кредитно-налоговые льготы для представителей МЗС. Глава государства придал особое значение своевременной выплате пенсий, пособий для уязвимых групп населения, зарплат медикам и всем работникам социальных служб. Как подчеркнул президент, нельзя допустить искусственного завышения цен на национальных рынках. Он поручил антимонопольной службе заняться решением данного вопроса. В завершение встречи таджикский лидер страны также заострил внимание на необходимости устранения последствий природных бедствий, в том числе усиления берегоукрепительных работ для предотвращения возможных селей и наводнений.